Уникальные лыжи из Коми АССР, которые поступали на фронт в годы Великой Отечественной. Первый самолет в Усть-Сольске. Александра Головина собрала свежую порцию фактов к 100-летию республики. Больше 600 раненых бойцов вынесла с поля боя чемпионка Коми АССР Клавдия Лыткина в годы Великой Отечественной. Тылы республики в те годы перестраивают с требованиями войны. Сотни мастерских переоборудуют в лыжные цеха. Население нашей республики добровольно собирает охотничьи лыжи для Красной армии. За первые 9 месяцев из Коми на фронт отправлено почти 90 тысяч пар лыж. Задание Госкомитета обороны выполнено на 362%. 22 июня 41-го Пленум Коми обкома АССР принимает решение считать всю комсомольскую организацию республики мобилизованной для отпора врагу. Многие прославленные спортсмены Коми проявляют себя на военном фронте, а помогает при выполнении боевых операций именно физическая подготовка. Николай Оплеснин, Иван Демин, Иван Щербаков, а еще представительницы прекрасного пола Клавдия Лыткина, абсолютная чемпионка Коми АССР по лыжным гонкам, вместе с мужчинами-разведчиками десятки раз ходила в тыл врага. Ровно как и Людмила Забоева, партизанка-лыжница. Обе они всю войну находились на Карельском фронте в составе специальных лыжных подразделений. Первый самолет в Усть-Сольске приземлился в 1925 году. Это был «Юнкерс» Центрального совета авиахима. Первое время «Железные птицы» садились только на лед или на воду. Самолет назывался «Смычка города с деревней». Экипаж состоял из 3 человек. Скорость полета 130 км в час. Бензина в баках хватает примерно на 6 часов. 14 августа 16:15 рейс из Перми совершает посадку на Сысоле недалеко от Усть-Сольска. Из воспоминаний Виктора Савина, одного из первых пассажиров рейса Пермь-Усть-Сольск. Первая борозда над Коми областью проведена. Нам нужно расширять воздушную пашню и не дать ей зарасти. Вот вода и воздухоплавающая птица после благополучного полета над Усть-Сольском села на воду. Пассажиры начинают выходить. Морщины на их изборожденных лицах исчезли. Бесхитростное крестьянское лицо расплылось в бесконечно довольную, добродушную улыбку. После этого воздушное судно отправилось в Усть-Вым, оттуда в Яринск, Котлас, Архангельск, Москву. Вдохновленные увиденным жители области даже хотели построить свой самолет Коми-Морт, но идею так и не воплотили в жизнь. Скульптурная композиция «Мир» украшала Ухтинскую площадь Мира, начиная с 60-х годов прошлого столетия. 2 крепких мужчин несли на вытянутых руках земной шар с надписью «Миру мир». Слово при этом было написано на русском, немецком, английском, французском и чешском языках. Такая скульптура относится к категории садово-парковых. Это, как правило, штампованные произведения искусства, массово выпускавшиеся до середины 60-х. В 70-х при реконструкции дороги объездного круга монумент, ставший к тому времени визитной карточкой Ухты, убрали. В итоге он оказался на городской свалке.